Ирина Константиновна, а вот вообще как часто вы ездите в лес? Вот вы в офисе пришли на работу, красивая, нарядная. А в лес как часто вы ездите? 90% своего времени я провожу в лесу, либо в поездках к лесу, потому что основное место работы, я считаю, главного лесничего, это непосредственно быть в лесном фонде. Вот часто говорят, что мужчины не очень любят слушаться женщин-начальников. Как вот вы смогли договориться? Во-первых, я себя считаю сильной и мудрой женщиной. А сопротивляться сильной и мудрой женщине, по-моему, это просто бесполезно. Ой, не едьте туда, Ирина Константиновна, все будет все. Вот сейчас точно будем толкать, да? Смотрите, что происходит. До хозяйства мы доехать не можем, потому что вот как мы застряли. Как вот мы шутили сегодня, вот Давайте мы дошутили, застряли. Вперед, чтобы я с разгона поднялась, потому что я ж не подымусь так. Идти толкать уже готовы, наверное, похоже, что пойдут. Леонид Ильич, добрый день. А подъедьте на культуры, дернуть надо Ниву УАЗиком. Ну что, теперь точно прогуляемся? Теперь пойте мои следы в сугробах у реки. Ирина Константиновна, ну вот смотрите, а как же тогда, на чем можно проехать? Вот Нива ваша не прошла. Ну, конечно, засыпала сильно, товарищи. Тут уже ничего не придумать. Мы идем по узкой колее, в мокрых сапожках уже немножко. А как тогда все добираются? Ну, на тракторе можно или на чем там, я не знаю. Ездят и на УАЗиках, ездят и на тракторах. Как где складывается ситуация, действительно, эта зимняя погода немножко вносит коррективы в нашу работу, усложняет и доставку людей, и вывозку продукции. Ребята, мы идем, мы возвращаемся.